Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот, раз уж пошло такое веселье, вот решил сварить кровяную колбасу. Вот ингредиенты, да? Молоко, собственно, кровь. Но это не кровь, это как она, ну, лимфа крови. Вот. Отделяешь от крови, короче, лимфу отделяешь, отстаиваешь ее. Светлая. Получается, ну, внутренний жир. Вот помельче нарезал, да? И вот, собственно, кишки, которые заливать будут. Вот жир-то нарезал из-за того, что вот кишки, которые вот толстые кишки, эти вот жиром, которые кишки, если заливаешь, это, наверное, жир резать не надо. Там у самого жира много бывает. А это, короче, внутренний жир сахатова. Но я обычно, если жирные кишки, вот беру их, вывешиваю маленько, сушиться, потом так вот сворачиваю, ложу. Да их и самих-то вот на сковородке нарезал мелко тоже, вот растопил там с приправами. И на хлеб макать можно, тоже вкусно. Отдельно. На сковородке растапливаешь. Перец, соль, чесночек. С хлебом вкусно получается. И кровь. Так, кровь — это лимфа крови, как говорится. Это как было сказано. Ее сахаты, когда близко попадается, стараюсь в сердце стрелять. Сердце стрелять, и тогда диафрагме, короче, накапливается, которая кровь. Ну, обычно 1,5-2 ведра даже получается, и оттуда вот такой лимфу крови можно отделить. Ее это выстаиваешь, короче. Ну, в дом заносишь, ставишь, она. Это вот черная кровь оседает, а это сверху что остается, ее собираешь. Это субай называется по-якутски. Так, ладно, что мы сейчас сделаем? Вот, в лимфу эту добавим молоко, посолим, жиру эту и зальем кишки. Так, ну кровь у меня такая получилась. Тут где-то около 2 литров было лимфы крови. И чуть побольше пол-литра молока добавил. Так вот. И для этого дела, чтобы заливать кишки, нам необходима воронка. Одна. Так, берем подготовленную кишку. С одной стороны она уже завязана. Ага. И вот проверено. Я ее надувать пробовал. Вроде бы нигде дырки нету. Так вот. Берем. Поварешку не взял, оказывается. Черпаем и заливаем. Так, как и думал, эти застревают маленько. Для этого у нас тут приготовлена палочка. Эту кишку заливаешь не полностью. Вот матери, бабушки, когда был маленький, постоянно помогал. Там держи, тут это. Постоянно помогаешь. И там насмотрелся этого. И по старой памяти и делаю.
Так вот залили. Получилось так. Это многовато что-то. Маленько давай убавим. Так. Все. Тут нитка. Вот этой ниткой, которая завязана на одном конце. Ее и просто можно было не возиться, конечно, да. Но это обычай же такой. Зверь же он дал себя убить, как говорится. И надо использовать его до конца, ну, полностью. Хотя бы из уважения, да, к нему. Вот так вот. Вот так вот залил. Вот так вот получается. Сейчас остальные тоже так же сделаю. Ну вот пока заливали кровь, вскипятили воду. И вот в нее и опускаем ее. Так вот. Там воздух остался. Ну, варить надо не менее 10 минут, потому как яйца вкрутую как раз варятся 10 минут же, да? И это тоже, я думаю, так же. Полностью усиленно полную кровь наливать нельзя из-за того, что она же стягивается. Ну, это вот садится, когда горячую попадает. Вот из-за этого и не делается. Полностью не заливается. Ну что, воздух остался, мы ее с печенькой протыкаем. Так вот. Все, чтобы утонуло, да, утонуло уже. Ну, пускай закипает. Ну, там кровь все вернется сейчас. Вся не вытекет. Накрыли крышкой. Пускай варится. Ну вот удачно, когда субай берешь, там где-то литров 6-7, почти 8 даже получается. Если хорошо попадаешь в зверя. Ну, когда близко, меньше 100 метров, обычно стараюсь стрелять точно в сердце. А потом этого маленько ему отлежаться даешь. Там черная кровь отделяется. И вот эту кровь вычерпываешь, ее тоже выстаиваешь. А сверху она относительно нижняя, короче, вот эта вот лимфа крови, она это вот прозрачная. Вот ее и отчерпываешь потихоньку, не размешивая ведро. 10 минут прошло почти. Вот готовность проверяем так, с печенькой протыкаем так. Ничего не лезет, значит готово. Сварился, значит, кровь. Ну, сейчас вытаскивать будем. Берем палочкой. Ну, можем так. Так вот, на следующее надо опустить воду.
еще опустим. Это мое, чтобы не прилипло. Еще одна. Видишь, это вот когда при завязке воздух не оставляешь внутри кишков с кровью, то хорошо воздух выпускаешь, то ее и сразу тонет. Ее, значит, это притапливать не надо. Ну вот она, первая колбаса, которую отварили-то. Все хорошо сварилось. Я уже кусочек попробовал, не сдержался. Вкусная получилась. Вот там еще бы зеленый лук, чуть-чуть нахтавитовал. Вкус детства, как говорится. Очень дорогая сердцу еда. Приятного аппетита. Попробуйте, не пожалеете.